За приглашение, спасибо за возможность как и выступить, так и услышать, увидеть. Я только что сидела, плакала, я думаю, я такая была не одна. Вы знаете, в этот момент мне пришло на мысль, что вы выжили, чтобы вернуться, вы выжили, чтобы победить, вы выжили, чтобы помочь нам победить. Когда в 2014 году Россия оккупировала Крым и начала у нас войну, украинцы во всеуслышание одним голосом предупреждали, что Россия не остановится, и приводили как пример чеченские войны, как начало этапа российского империализма 21-го столетия. Но войны России против нас — это всего лишь продолжение уничтожения наших народов. 21 февраля 1944 года был издан указ о депортации всех чеченцев и ингушей в Среднюю Азию и Казахстан. За несколько дней было вынесено и выполнено около 500 тысяч приговоров о депортации. Людей вывозили на грузовиках, вагонах, пешком, без еды и питья, в непривычных климатических условиях. Многие не выдержали такого обращения и погибли от голода, жажды, болезней и насилия. Депортация привела к трагическим последствиям, включая смерть около 40% депортированных людей. Многие люди умерли в пути, на местах выселения или в лагерях. Возвращение в Чечню происходило постепенно, начиная с 1957 года, но депортация навсегда изменила жизнь чеченского народа и оставила глубокий след в его истории. Как и депортация чеченского народа, Голодомор в Украине 1932-1933 годах был одним из самых ужасных преступлений советского режима против человечности и геноцидом. Он привел к гибели миллионов людей. Он заставил наших матерей убивать своих детей, чтобы они не умирали от голода. Мы должны помнить страдания наших народов и помнить, кто принес их на нашу землю. Наш общий враг — это Россия. Именно она на протяжении сотен лет ведет свою колониальную политику, принося нам лишь боль и страдания. Это должно прекратиться, а народы, живущие на своей земле, должны получить независимость и право на самоопределение. Именно это объединяет нас. Ваши братья по оружию наших отцов и сыновей. В каждом человеке горит свет, который может превратиться в огонь, если его подогреть. В каждой нации живет сила, способная сделать невозможное возможным, если их объединить. Украина и Чеченская республика Ичкерия доказали это своим бесстрашием и решительностью в борьбе против российской агрессии. Мы не сдались и не собираемся сдаваться. Мы будем бороться до последней капли крови за нашу и вашу свободу. Мы будем показывать миру, что наши нации не только сильны и неуязвимы. Мы будем вести борьбу до тех пор, пока наши воины не вернут нашу землю, забранную Россией. Мы знаем, что эта наша борьба нелегкая, и в ней будет много трудностей и жертв. Но мы не боимся трудностей, потому что мы знаем, что наша цель достойна этих жертв и усилий. Мы гордимся нашими предками и почитаем наших героев, и не забываем их подвиги. Мы также готовы создавать свою собственную историю, чтобы наши потомки могли гордиться нами так же, как мы гордимся нашими предками. Мы стоим рядом с вами в этой борьбе. Мы боремся за нашу свободу и независимость, противостоим российской агрессии и защищаем наши права и свободы. Мы горды, что вы видите в нас союзников, и мы сделаем все, чтобы вас не подвести. Мы понесем дальше в мир то понимание, что поддержка Украины включает в себя независимость чеченского народа. Слава Чеченской республике Ичкерия! Слава Украине! Здравствуйте! Для меня большая честь сегодня выступать перед вами. Я считаю, что
сегодняшний день – это день памяти, день истории. История нашего народа – это наша национальная память, наша идентичность и наше наследие. Хранение и передача этой памяти из поколения в поколение является ключевым аспектом нашей культуры. Нам важно помнить нашу историю нашего народа, чтобы знать свои корни и понимать свою сущность. Сегодня мы собрались, чтобы вспомнить, что произошло с нашими народами в их борьбе за существование, почтить память предков, героев, отдавших свою жизнь во имя нашей свободы. У нас с чеченским народом очень много общего. Оба народа имели долгую историю борьбы за сохранение своей культуры, языка и независимости. Они сталкивались с ассимиляцией со стороны властей, жестоким подавлением национальных движений и культурной самобытности. Оба народа сталкивались с жестокими политиками руссификации, которые подавляли их культуру, язык и традиции. Как украинцы, так и чеченцы боролись за свою независимость и право на самоопределение. На протяжении истории оба народа организовывали восстания и вооруженную борьбу против оккупационных сил и претендентов на свою территорию. Украинцы и чеченцы понесли значительные жертвы в своей борьбе за свободу. Например, как уже говорила Марта, в 1932-1933 годах в Украине происходил Голодомор, а в 1944 в Чеченской Республике были выселены и депортированы сотни тысяч чеченцев и ингушей в Казахстан и Среднюю Азию. Однако главным фактором, объединяющим нас, всегда был общий враг, и это Россия. Наша борьба за независимость насчитывает множество лет, и каждый раз, когда мы сталкиваемся с агрессией со стороны России, мы становимся еще более сплоченными, еще более решительными. Раньше, из-за отсутствия достаточной коммуникации, мы не всегда могли действовать единым фронтом в борьбе с нашим общим врагом. Однако сегодня, в эпоху развития технологий и глобальной связанности, мы можем стать плечом к плечу в защите наших интересов и нашей свободы. Пусть память о прошлом соединяет нас и помогает нам уважительно относиться к нашим славным предкам: Ивану Мазепе, шейху Мансуру, Михаилу Грушевскому, имаму Шамилю, Вячеславу Черноволу и Джохару Дудаеву, а также признавать достижения живых, таких как Владимир Зеленский и Ахмед Закаев. Сегодня мы можем с гордостью назвать украинцев и чеченцев братьями по духу и оружию. Чеченский народ навсегда оставил свой след в истории Украины. Свобода, честь, доблесть и достоинство – это то, что нас объединяет. Эта память о чеченцах будет передана от поколения к поколению. И мы никогда не забудем того дня, когда чеченский народ стал плечом к плечу с украинским в борьбе против российской агрессии. Сегодня чеченские вооруженные силы продолжают бороться на территории Украины против российских оккупантов, включая батальоны имени Джохара Дудаева, шейха Мансура, Хамзата Галиева, а также ОБОН ВСР ЧРИ. Слава им, слава ЗСУ и слава Украине!